В Народном собрании Ингушетии стартовала весенняя сессия, на которой присутствовал и глава республики Махмуд Али Калиматов. На повестке 62-го заседания был ряд законотворческих инициатив, а также подведение итогов деятельности ряда министерств и ведомств. Председатель парламента Магомед Тумгоев рассказал о планах на ближайшие полгода. Он отметил, что в нынешнем году приоритетными направлениями развития законодательства республики остаются вопросы установления и решения стратегических задач социально-экономического развития региона, социальной защиты населения, образования и культуры. В сельском поселении Икажево сегодня состоялось торжественное открытие моста через реку Кенч. По поручению главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова сооружение было включено в госпрограмму республики развития автомобильных дорог. Реконструировать мост, построенный здесь еще в 70-х годах, начали в сентябре прошлого года. Переправа через реку Кенч со временем порядком обветшала и не отвечала современным требованиям безопасности. После реконструкции полотно значительно расширили, чтобы создать дополнительные удобства автолюбителям. Данные диспансеризации и профессиональных осмотров планируют использовать для выдачи медицинских справок водителям. О подготовке такого законопроекта сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По словам Мурашко, нововведение позволит автолюбителям быстрее получать государственные услуги благодаря использованию данных профосмотров и диспансеризации. Для получения медзаключения на управление транспортом им не придется обследоваться повторно, пояснил министр. Граждан России могут обязать регистрироваться на маркетплейсах и досках объявлений через портал госуслуги, а банкам, операторам связи, маркетплейсам и интернет-магазинам могут запретить общаться с клиентами посредством иностранных мессенджеров. Перечисленные меры входят в пакет антимошеннических поправок, который разработан в правительстве. О грядущих изменениях объявил в ноябре 2024 года вице-премьер Дмитрий Григоренко. Минюст дополнил правила внутреннего распорядка СИЗО, добавив пункт, разрешающий адвокатам проводить свидания с подзащитными по видеоконференц-связи. При этом будут соблюдаться условия конфиденциальности и сохранения адвокатской тайны. Приказ вступает в силу с 5 февраля текущего года. Документ подписан во исполнение закона о свиданиях подозреваемых и обвиняемых с адвокатами по ВКС, подписанного президентом России Владимиром Путиным. К 2030 году в школах России планируется открыть около 18 тысяч профильных агротехклассов. Масштабный проект, инициированный Министерством сельского хозяйства, направлен на подготовку будущих специалистов для аграрной отрасли. Планируется, что государство частично компенсирует бизнесу затраты на их открытие. В прошлом году в рамках пилотного проекта открылись первые 50 агротехклассов в 8 регионах страны. Их работу курируют аграрные вузы, а обучаются в них около 1000 детей. На 2025 год запланировано открытие еще 600 классов в 63 регионах. В течение ближайших 5 лет в стране нужно будет заменить сотрудников и работников примерно на 11 миллионах рабочих мест, сообщили в Минтруде России. По словам замглавы Минтруда Дмитрия Платыгина, замещающая кадровая потребность включает как новые вакансии, так и рабочие места, освобождающиеся в связи с достижением сотрудниками пенсионного возраста. Основным источником кадров для этих позиций станут выпускники образовательных учреждений. Наибольший объем замещения ожидается в обрабатывающей промышленности – порядка 1 миллиона 600 тысяч рабочих мест. В сферах образования и здравоохранения потребуется заменить около 1 миллиона 700 тысяч специалистов.